Мына біз басамыз, хаританы бақамыз, енді ашаға түшсен, сен көресің насыл мында несілер бар. Мисал Кибирджами. Кибирджамinin басасын, оларның галерея içinde фотоларыны, зиманеви ве архив фотоларыны бақмақ мүмкін. Аудиоға басып, оның тарихыны білмек мүмкін. Ақмечет шehirinin baş camisıdır. Çok su tarihçilerinin fikrine göre şehirinin adı divarları ak olgan caminin bağlıdır. Знакомьтесь, это Йолдаш, первый аудиогид на крымско-татарском языке по интересным и значимым объектам Крыма. Крым ақында, Крым тарихы ақында аудиоклавузны тақдим еттік бүгін. Анда онда не сеферлер бар, мына бұл шерлер бойлап Крым тарихыны аңламақ мүмкін, білмек мүмкін. Мақсадымыз бұл Крым тарихыны ойлемер ақылы весаде усулнен бермеге, бұл елевенен қоланмаға ве en güzel tarafından bu yerler yanında geçsen, sen bu yerlerini indi kim yaşadı ya da kim mında edi ya da nasıl cami durganını indi bileceksin ve bu tarihi hatırasını canlandıra ve vatanımızına sahip olarak gerçekten indi duygu gelecek. Аудиогид «Йолдаш» презентовали в Ахмеджите в минувшие выходные. Над ресурсом работала целая команда. В приложении доступны 10 маршрутов по разным городам Крыма, в которых представлены 77 объектов. Это мечети, дворцы, керван-сараи, азизы, бани и многое другое. Маршруты для «Йолдаш» специально разрабатывали историки. Мой маршрут был посвящен культурно-литературной жизни Ахмеджита с конца 19 века до конца 30-х годов 20 века. Маршрут нацелен на то, чтобы, гуляя улицами города, познакомиться с местами, которые запомнили наших деятелей и были освещены в их литературных произведениях. Например, Чингис Дахджи в его романах упоминается даже несколько пунктов Симферополя. Аудиоэкскурсии в «Йолдаш» звучат голосами известных крымско-татарских артистов Сейтаблы Меметова и Фатмы Асан. Кроме аудиоэкскурсий, в каждом маршруте доступны изображения интересных исторических объектов. Это архивные и современные фото. Разрушенные, не сохранившиеся до наших дней объекты авторы приложения специально визуализировали. Это была сложная работа, в первую очередь для художника и архитектора Эльдара Мустафаева. Вот если возьмем медресе, допустим, Инджипек Хатун, Эскахарм Дакисой, там как бы есть какие-то, то есть есть материалы, есть планы, есть карты, есть старые изображения, допустим, акварели. И на основе этого, а также используя, допустим, турецкие аналогии, можно как-то воссоздать картинку, просто поднять объемы для начала, а потом уже как бы детализировать. Но есть объекты, как вот Калга Султан, Ахмеджитский, там это намного сложнее все, потому что там как бы у нас ничего нету, и там приходилось как бы уже, используя какой-то архитектурный анализ, немножко культурологический анализ, и также используя какие-то и турецкие аналогии, ну и ханского дворца в первую очередь, конечно, воссоздавать картину. Поэтому стоит смотреть на эти реконструкции достаточно осторожно, потому что это как условная реконструкция. Аудиогид «Йолдаш» представлен на крымско-татарском языке. К каждому аудио прилагается словарь сложных слов. «Йолдаш» доступен для скачивания по ссылке или QR-коду. Авторы проекта готовы продолжать работу, чтобы добавить в «Йолдаш» еще больше интересных маршрутов.